филиал КамАЗ-инжиниринга в городе Нур-Султане. Президенту показывают Акмолинский автоцентр КамАЗа. В прошлом году его модернизировали, увеличили количество мест на складе. В этом планируют расширить ассортимент, в том числе по грузовикам К5. Проектная мощность до 500 автомобилей. На текущий момент мы производим шасси в Кокштау на заводе. Шасси здесь, Шасси в спецнастройка Кокштау. здесь, да? Да, оно приходит сюда. Здесь мы привозим пока в готовом виде спецнастройку. Сегодня продукция автогиганта реализуется в Казахстан в основном через собственную торговую сеть. По итогам 9 месяцев 2021 года доля КамАЗа на рынке новых грузовых автомобилей здесь составляет 42%. Рустам Минниханов отметил, что грузовики хорошо зарекомендовали себя в сферах ЖКХ и строительства. Предложил Казахстану перенять опыт Татарстана. С гарантией автомобилей. Очень хороший. Вот в Казахстане эту схему надо запустить. В первую очередь для государственных структур. Они нужны для жилищно-коммунального. Подметалки, эти. Что ему будет? Отремонтировал, запустил. Вот у нас эта система хорошо пошла. КамАЗ сюда поставляет как полнокомплектные автомобили, так и детали для последующей сборки. Автогигант сегодня реализует в Казахстане 3 крупных проекта. Это строительство завода по производству чугунного литья в Костанае, строительство завода по выпуску главных передач ведущих мостов и балок ведущих мостов. Последний проект еще на стадии согласования. Затем делегация переехала в Дом правительства. Здесь состоялась встреча с премьер-министром Алиханом Смаиловым. На эту должность он назначен 11 января. Рустам Минниханов поздравил его с назначением и выразил соболезнования от всех татарстанцев в связи с трагическими событиями, которые произошли в Казахстане в начале месяца. Выражаю мои соболезнования всех татарстанцев по поводу трагических событий и, конечно же, те меры, которые были приняты президентом Республики Казахстан, так и России, и все остальное. И мы сами сегодня убедились, что настрой стабильный, позитивный, и нет никакого сомнения, что движение вперед и те задачи, которые поставлены руководством Казахстана, будут реализованы. Казахстан – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. За 9 месяцев 2021-го татарстано-казахстанский товарооборот составил 441 миллион долларов. Возможностей для сотрудничества много. В сфере энергетики, промышленности, газомоторного топлива, сельского хозяйства, нефтехимии, отметил президент. Татарстан – один из таких промышленно развитых субъектов, и мы искренне хотим расширить наше присутствие и в то же время активно ищем те возможности, которые дадут возможность вхождению казахстанского бизнеса в Россию через нашу республику. Премьер-министр подчеркнул, Татарстан занимает особое место в партнерстве с Россией. Он предложил активизировать двусторонние бизнес-миссии. В нашей стране всегда тепло относились и относятся к Татарстану. А вас мы знаем как нашего надежного друга и сторонника укрепления нашей дружбы между нашими странами и республиками. Что у нас есть большой потенциал для расширения нашего товарооборота. И уверен, что мы совместными усилиями доведем этот уровень до $1 миллиарда в ближайшие годы. На встрече о проектах, реализуемых на территории Казахстана, рассказали генеральный директор Татнефти Наиль Маганов и руководитель КамАЗа Сергей Кагугин. Состоялось и обсуждение дальнейших совместных проектов. Вероника Гайнудинова, Марат Хусаинов, ТНВ, Казахстан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.